День матери, пожалуй, для всех больше ассоциируется с цветущей весной, а не прохладной осенью. Мама – это самый родной человек, который всегда поймет и поддержит. У Заритхан Цуровой 4 детей и 13 внуков. В преддверии праздника она принимает поздравления не только от самых родных. Руководитель регионального отделения матери России вместе с главврачом городской больницы тоже спешат поздравить Заритхан с самым главным ее праздником. Я очень благодарна, что вспомнили даже. Награду, где написано «Рай под ногами матерей». Больше 40 лет Заритхан посвятила школе. Она заслуженный учитель России. Где бы ни трудился, в свою работу нужно вкладывать душу, говорит она. Среди многочисленных наград это для Заритхан самая волнительная и дорогая. Это очень приятно. Это даже больше, чем всего я достигла в своей жизни. А в моей жизни очень много было и кафедров, и пьедесталов, всего было полно. Так, сегодня мне очень приятно видеть такое внимание. А в это время немало виновниц торжества собираются в актовом зале Карабулакской городской больницы. В их адрес сегодня звучат слова благодарности. В преддверии Дня матери им посвящают стихи. Как же трудно на земле без любимой Наны. Покрутил осенний лист и вдохнул тревогу. Вновь приснись тебя прошу, и я готов в дорогу. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. И сегодня грамоты, медали, цветы и подарки для них, любимых мам. Ужахова Айна Курейшевна, заведующая детской консультацией. И мама, которая вырастила достойных детей, которые тоже уже в жизни многого добились. День матери – это еще и хороший повод, чтобы отдать должное материнскому труду и бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. Залихан Аушева больше 50 лет посвятила себя врачебному делу, и сегодняшнее внимание для нее очень ценно. Очень нас всех тронуло, весь коллектив, всех сотрудников, что нас не забыли, и что вы пришли поздравить нас с этим таким волнительным, большим праздником. Действительно, День матери – это праздник, который касается почти всех нас, у кого есть мамы, у кого их давно уже нет. И это действительно до глубины души нас всех тронуло. Мама – это такое, для всех, наверное, слово, которое очень многое означает. Даже тепло, уют, надежность. В любое время можно и пожаловаться, и им не обязательно, чтобы мы чего-то достигли. Им важно, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были живы, где-то рядышком, в зоне доступности, хотя бы в телефонном режиме. И хотелось бы уделить сегодня какому-то хотя бы количеству мам, уделить внимание. Не только мама, а еще и бабушка. Впрочем, Лейлу Амирханову по праву называют еще и главной мамой Ингушетии. Слов благодарности матерям всегда будет мало. Не только в этот день, но и каждый день, отмечает она. Сегодня награды главным образом получают врачи и учителя. Для Лейлы это, пожалуй, самые главные профессии, которые требуют большего внимания и благодарности за их нелегкий труд. Когда ты слышишь эти благодарные слова, когда пусть весь зал получает по одной розе, но когда подходят и получают вот эту грамоту, эту благодарность, на которой написано «За ваше терпение». Все-таки ближе слова, наверное, маме не найдешь. За ихнее терпение, за ихнюю теплоту, за их бессонные ночи. Вот сегодняшний день мне хочется сказать каждый: позвоните маме, если вы далеко. Посетите маму. Все-таки мама улыбнется. Любой визит ребенка к маме – это праздник. А именно в День матери, я считаю, это очень важно. Для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. Для них всегда важнее добрый взгляд и ласковое слово, которое тронет сильнее, чем самый ценный подарок. Светлана Томова, Хаваш Гуйгов, Новости 24.